Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили на форум. Как я понимаю, это такой значимый для республики диалог между обществом, НКО, властью и бизнесом. И именно в этом диалоге возможно достичь того результата, который мы все хотим. Это устойчивого развития региона. Мы видим, как компания быстро реагирует на вызовы, как компании быстро реагируют на сложные проблемные ситуации и насколько они готовы вкладывать в развитие человеческого капитала. Вот это основные тезисы, которые мы сегодня будем обсуждать, как развивать эти направления, как сделать эту коммуникацию, это взаимодействие более устойчивым. На нашем форуме, на дискуссионных площадках, на пленарной присутствовали волонтеры, корпоративные волонтеры, лидеры некоммерческих организаций, лидеры Тельбе, местных сообществ, социальные предприниматели, представители бизнес-компаний, представители органов власти, государственной, муниципальной. Я считаю, это уникальная площадка для того, чтобы мы увидели друг друга, узнали, кто, как, насколько социально ответственен, какие проекты есть, какие программы поддержки социальной сферы, некоммерческого сектора. И сегодня у нас есть выставка социальных проектов, в которой тоже можно оставить свой лайк и узнать, что, оказывается, в зоне присутствия бизнеса есть такие замечательные проекты, программы, которые ждут своих ресурсов, ждут партнеров и так далее. Поэтому основной, наверное, результат нашей сегодняшней встречи – это то, что мы будем продолжать встречаться. Сегодняшний форум посвящен консолидации бизнеса, общества и государства. И надо сказать, что вот наш целевой фонд будущих поколений, он как раз таки этим и занимается, поэтому мы являемся соорганизаторами. Дело в том, что для того, чтобы развивать нашу территорию, такую большую, как Республика Саха-Якутия, ну и в целом Россию, конечно же, усилий только государства или только общества, или только бизнеса недостаточно. И, как сегодня красиво сказали, 1-1-1 – это не 3 в сумме, а 111. И действительно синергия усилий даст результат. Сегодня мы видим, что крупные наши предприятия все заинтересованы в общении с малым и средним бизнесом, общественностью. Такой форум для нас очень нужен. Это отличная площадка для общения исполнительных органов государственной власти, крупных предпринимателей, малый и средний бизнес, что привлекался, и, конечно же, общественников. Такой форум, конечно, очень значим для любого предприятия. Очень важно на любой своей территории присутствия быть социально ответственным партнером для всех сообществ, находящихся рядом. И тот вклад, который предприятие вносит, любое коммерческое предприятие или бизнес-структура вносит в развитие местных сообществ, это, конечно же, вклад в само предприятие по одной простой причине, что все люди, которые находятся на территории присутствия предприятия, это наши потенциальные работники. Дети, в которых мы будем вкладывать деньги, это также наши потенциальные работники уже в будущем. Но и очень важно вот это само взаимодействие не только предприятия местного населения, но и предприятия плюс местные сообщества, НКО, предприятия плюс местные органы власти, предприятия плюс СМИ. Сегодня была сказана очень такая хорошая идея о том, что не 1+1 это не 2, это 11. Мне очень понравилась такая вот формулировка. На самом деле, действительно, когда два таких представительных органа встречаются и идут в одном направлении, именно вот здесь идет такой большой толчок к развитию любого региона или любого дела. С целевым фондом будущих поколений мы начали работать в такое непростое ковидное время, когда все сплотились вокруг одной большой беды, когда необходимо было помогать
нашим регионам и, в принципе, республике в том, чтобы быстрее победить последствия нашей пандемии. Конечно, мы через фонд будущих поколений в основном направляли средства для медицинских учреждений, для закупа медицинского оборудования, необходимых СИЗ, лекарственных средств. Но также потом наступил следующий момент, начались лесные пожары. В прошлом году мы все это помним. Тут мы тоже стали взаимодействовать с Целевым фондом будущих поколений и направляли средства уже на тушение пожаров. Наиболее ключевые – это 5 принципов. Это развитие человеческого капитала, второе – это экология. Но это не по значимости, я имею в виду, просто перечисляю. Третье – это промышленная безопасность, охрана труда. Четвертое – это развитие территорий. И пятое – это корпоративное управление. И, соответственно, по этим 5 мы активно работаем. Допустим, крупные компании реализуют свою социальную политику. Нас интересует Сургут, социальная политика Лукойла. Вот сегодня я тоже докладывал, очень много бюджетозамещающих затрат делаем. Фактически половину затрат всех детских садов Мининского района несет компания. Все фактически объекты культуры и спорта, за редким исключением, находятся в периметре компании. Детские лагеря летние в нашем периметре. Плюс в рамках благотворительности мы отдельные некоммерческие организации поддерживаем. Допустим, в прошлом году у нас, кроме восстановления Небескёля, мы еще и поддерживали общественный штаб по борьбе с пожарами республики. Мы работаем через фонд. И здесь действительно такой сложный может быть механизм, но около миллиарда рублей как минимум мы выделяем по направлению фонда, и там много различных программ, но мы очень довольны качеством работы фонда, и с точки зрения отчетности по тем финансовым средствам, которые мы получили, мы получаем исчерпывающие ответы, и вообще в целом и финансовая ответственность, и моральная ответственность фонда очень высокая, поэтому мы и дальше будем с ними работать. Я считаю, что такие форумы очень важны и значимы, потому что это площадка, на которой собираются активные люди. И эти активные люди рассказывают друг другу о своих успехах и вдохновляют друг друга на новые успехи. И ни для кого не секрет, что быть общественным активистом и реализовывать проекты, решать социальные задачи в своих территориях – это непростая задача, потому что нужно предпринимать очень много усилий. И для того, чтобы найти ресурсы, и для того, чтобы сделать то, что задумано, и для того, чтобы вовлечь людей. И вот на таких форумах есть возможность встретиться с такими же, как ты, и обменяться с ними опытом, и просто поговорить, и подпитаться энергией, и увидеть перспективы, и набраться вот этих самых сил, которые позволят тебе продержаться до следующего форума и сделать очень много важного и нужного у себя в территории. Мне трудно говорить о лидерстве, но мне кажется, что Якутия поразила меня тем количеством активных людей и теми успехами в социальных инициативах, очень разных, очень интересных, многопрофильных. Особенно меня впечатлили проекты, связанные с привлечением ребят, разного рода творческие мастерские, проектные мастерские для детей, бизнес-инкубаторы для детей. То есть такой вклад в будущие поколения, которые как раз и будут реализовывать себя и делать свой край еще краше. Если говорить о моих впечатлениях от форума, то, конечно, они самые благоприятные, потому что на форуме представлена очень широкая линейка практик, причем они как изнутри республики, от бизнеса, так и за пределами республики. И мне кажется, что это очень здорово, когда на одной площадке мы смогли посмотреть не только то, что делает республиканский бизнес, как он вкладывается в развитие территорий, как он вкладывается в людей, но и посмотреть, что делается в других территориях, и сравнить. Вы знаете, и сравнение, конечно, в пользу Республики Саха-Якутия. Бизнес здесь социально ответственный, и очень радостно, что и некоммерческие организации являются хорошими, достойными партнерами для местного якутского бизнеса. И если говорить о том, как развивается партнерство, да прекрасно оно развивается. Все хорошо, надо не останавливаться, надо брать на вооружение
самые лучшие практики с других территорий страны внедрять в республику и, вы знаете, больше рассказывать о том, что делается в республике, потому что вот этой информации как раз не хватает. Мне кажется, что некоторые коллеги из бизнеса, которые сегодня на панельной дискуссии рассказывали о том, что они делают, с удивлением узнали о том, что делают их же коллеги в соседних улусах и в соседних районах. Вот это на самом деле то направление, в которое нужно развивать информацию о проектах корпоративной благотворительности в Якутии. Я считаю, что такие мероприятия обязательно нужны. Я считаю, что такая площадка нужна, чтобы наше общество развивалось, бизнес, государство и общество находили общий язык, и благодаря этому мы получим классный мультипликативный эффект. У нас желание, да, у банковской группы целеполагания, тема, как раз тема ESG, оно есть некая такая клеющая тема крупного бизнеса, малым средним бизнесом нашей Якутии, функционирующим нашим обществом. Нам хочется, чтобы бизнес не только зарабатывал и думал, очень важно, как зарабатываются эти деньги. И нам очень важны и полезны вот такие площадки, чтобы они были чаще проходили, чтобы наш малый бизнес вовлекался в эту тему. Тема социальной ответственности сейчас с учетом внешней среды становится очень актуальным. Я считаю, что площадка ESG – это та самая история, когда мы могли бы усилить свои позиции. Целевой фонд будущих поколений, ему уже под 30 лет получается, и это наш флагман с точки зрения развития социальных объектов, социальных проектов. В этом плане, конечно, он является одним из таких наших партнеров, которым мы очень дорожим, и мы видим, что действительно целевой фонд работает для прекрасного будущего наших детей. Во-первых, хочу сказать, что я первый раз в Якутии и очень рада присутствовать на этой благословенной земле, которая нас так очень радушно принимает. Мне очень понравился сам форум. Очень интересно было послушать те проекты, которые реализуются. Они очень качественные, они очень эмоциональные и очень на хорошем уровне реализуются. И сам форум – это очень хорошая возможность собраться всем вместе, во-первых, послушать друг друга, узнать, кто чем занимается, понять, у кого какие партнерские отношения, познакомиться, наверное, с некоммерческие организации могут познакомиться поближе с бизнесом, понять, как работает бизнес и что ему нужно. А бизнес, со своей стороны, может понять, что нужно некоммерческим организациям и как он может им помочь. И такая же история связана, собственно, партнерством с государственными органами. То есть, если мы каждый из этих трех направлений, скажем, деятельности будет понимать, чем занимаются другие и у кого какие потребности, тогда мы вместе соберемся и сможем реализовать все наши задумки. Мне кажется, что это очень хорошая история, и надеюсь, что форум будет продолжаться каждый год, может быть, раз в 2 года. Но это действительно хорошая площадка для того, чтобы мы могли все вместе собраться и поговорить о своем насущном. Наше министерство непосредственно занимается защитой интересов коренных и малочисленных народов Севера и защитой исконной среды обитания коренных и малочисленных народов. Поэтому для нас, конечно, корпоративный сектор, промышленные компании, которые действуют на территории Республики Саха-Якутия, очень важно установить такое равноправное, уважительное взаимодействие, когда промышленные компании поддерживают некоммерческие организации, в том числе родовые общины коренных и малочисленных народов Севера, которые в своих программах предусматривают поддержку этих общин, их социальных проектов, направленных на сохранение традиционной культуры, родных языков, традиционного образа жизни малочисленных народов. И второе направление, конечно, это соблюдение законодательства в сфере защиты интересов родовых общин коренных и малочисленных народов Севера, их земельных интересов, их природоресурсных интересов. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы компании соблюдали законодательство, которое существует в нашей республике, и устанавливали доверительный, равноправный диалог с родовыми общинами,
на территории которых они действуют. Поэтому сегодняшний форум очень важен для установления такого диалога. Первый раз в Якутии, правда, не удавалось до этого приехать в такое теплое, прекрасное время. Я всегда восхищалась именно тем, насколько профессионально некоммерческие организации работают в Якутии. И в этот раз для меня огромное удивление вызвало и то, что какой прогресс сейчас существует, в том числе и в Арктике, как люди, как общественная инициатива превращается, институциализируется, превращается в очень интересные проекты. И самое главное, что все эти проекты несут некоторое такое вот партнерство людей, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и бизнеса. Бизнес у вас, конечно, вообще просто отлично помогает и системно помогает определенным, как таким системным, опять же, социальным проектам, так и развитию просто территории, на которой он находится. Но меня, конечно, очень впечатлил тот опыт, который был связан с пожарами, с пандемией, как сумели объединиться все люди. И мне кажется, что вот это партнерство, которое сейчас было заявлено на этом форуме, оно как раз, вот это название, очень хорошо это отражает и отношения, что все понимают, что именно партнерство дает не просто объединение ресурсов 1+1, а именно огромную синергию. Да? И поэтому у нас, в принципе, мы представляем тот сектор, который вообще говорит, что нам не нужна конкуренция, нам нужно партнерство. Только тогда мы можем достичь все результаты. Поэтому очень интересный опыт и очень яркие впечатления от людей, от того, что делают, от бизнеса и от органов власти. Спасибо. До встречи!